Еўрарадыё. Навіны наша справа. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне тым, хто глядзіць і слухае нас праз сацыяльныя сеткі. Мы ў жывым эфіры, і госць нашай студыі гэта славуты, можна сказаць, легендарны беларускі лыжнік Сергей Далядович. Прывітанне, Сергей. Добрый дзень, прывітанне. Нагода, з якой мы сёння сустрэліся, яна такая цікавая, да? Сергей пачаў краўдфандынгавую кампанію для таго, каб сабраць грошы на падрыхтоўку да ўдзелу ў алімпійскіх гульняў у Пхенчане, якія адбудуцца ў самым пачатку 2018 года. Сергей, якія навіны? Першыя дні кампаніі прынеслі які-небудзь вынік? Собрано уже 1500 рублей, то есть я считаю, это достаточно такой успех. Если вчера мы вечером только запустили проект, получается, еще не проходили платежи, были какие-то проблемы, то сегодня на данный момент 1500 рублей. Атрымліваецца за некалькі гадзінаў, за дзень, будем казаць так, да? За полдня, да. 1500, а колькі трэба всего? Тут поставили 30, это максимальный, который, то есть, ни в чем себе не отказывает. 30 тысяч рублей стоит там, но нету плюс-минус, то есть... Нету несгораемой суммы, скажем так. Ясно. Карацей, калі хуткасць захаваецца, то, в принципе, можно будет дзён за 20, у нас у нас стоит сроки это до октября месяца, то есть, и до октября месяца будет уже ясно, то есть, продолжаю я карьеру или нет. Если сумма больше, там, получается, минимальная сумма, это 15 тысяч рублей, которая нужна. Если она не собирается, то, конечно, продолжать этот проект смысла не будет. То бок гэта вас демотивуе як спартоўцу, да? Калі людзі не гатовыя пабачыць вас на лыжні, хаця б 2 рублі можна ахвяраваць, гэта мінімальны, так, унёсак? Может быть, я не знаю, еще тяжелая артиллерия не вступала в бой. То есть люди перечисляют, приятно, конечно, больше комментариев очень много, некоторые положительные, некоторые отрицательные, но это нормально, наверное. То есть... Вы мне сказали перед эфиром, что есть комментарии на кшталт, так продайте машину и поедете на Олимпийские гульни, да? Коли будет такой выбор, Сергей, с машиной застаться ці на Олимпиаду поехать, продадите машину? Нет. Ага. То есть, если выбор так стоит, что продать машину, просто поехать на Олимпиаду, нет. Не стоит вопрос о том, чтобы просто туда поехать, еще раз повторяю. Вопрос в том, что вот недавно ехал по Минску, где-то не видел рекламу «Одни мары, розные махчимости». Я считаю, что мечты у нас спортсменов одни, но, к сожалению, у меня возможностей так? Сейчас нету, потому что у других они есть, которые люди тренируются, у меня их нету. То есть я хочу хотя бы, чтобы они были такие же, как у них, хотя бы. Позиция такая. Спартовец не мусить заставаться один и продавать свою машину для того, как поехать на спаборництво и выступать за свою краину. Так? Наверное, так. То есть, у меня есть еще и квартира, то есть, у меня есть еще и 3 дочек, которых надо содержать. То есть, помимо того, пока я, опять-таки повторюсь, я езжу за свои деньги, за свою, надеюсь, которую мне будет выплачивать спортивная пенсия. Она еще не оформлена до конца, но... Ці есть намер вернуться назад у Министерства спорта и у Федерацию? Как все говорят, Федерации, они открыты. 3 месяца я ждал, честно говоря, 3 месяца я думал, что кто-то, может быть, позвонит, может быть, кто-то со мной свяжется. К сожалению, на данный момент один человек только пока заинтересован, это тренер, чтобы я бегал, то есть идет на какие-то уступки. Я тренируюсь рядом с командой. Есть где переодеваться в Раубичах, тренируюсь вместе с командой, но за свой счет. Я растлумачу слухачам, сёння з'явіўся каментар старшыні Федэрацыі лыжных гонак, які кажа, што ў прынцыпе Сергея ўсе чакаюць, але проста праз нейкія бюракратычныя працэдуры ён не ўключаны ў спіс спартоўцаў, якіх падтрымлівае Міністэрства спорту і Федэрацыя. Маўляў, трэба праз нейкі час, будуць загады выдадзеныя, і Сергей можа вярнуцца ў зборную. Але вось мы зараз чуем наўпрост ад Сергея, што за 3 месяцы ніхто не займаўся гэтым пытаннем, прынамсі з ім гэта не абмяркоўваў. Так? Так, буквально неделю назад начался только процесс, то есть, но про кампанию по сбору средств это уже было объявлено 3 месяца почти назад, пока такие процессы происходили потихоньку, и бросать этот на полпути 7 дней назад мне как бы предложили, может быть, мы тебя включим, может быть, и нет. Одно другому, я думаю, не перешкоджает. Может быть, всегда эти деньги можно вернуть, если процесс будет запущен, возвращение в национальную команду.
Почему нет? Сергей, самае галоўнае пытанне, якое турбуе людзей, якія думаюць, укласці ім грошы ў нешта ці не ўкласці, на што яны пойдуць? Ці можна зараз вось па пунктам нейкія самыя вялікія траты распісаць? Ну вот пока в Беларуси траты мои простые. Это бензин, доехать до Раубища. Все. То есть я трачу в день $4, доезжаю, уезжаю. Все, ничего я больше не трачу. Все эти деньги, которые надо будет, это провести один зарубежный высокогорный сбор. Это в районе 2000 евро стоит, если я еду один. И потом 2 месяца, почти 75 дней пребывания, по моим подсчетам, это в Евросоюзе, и участие в соревнованиях ФИС, где завоевываются лицензии и очки, которые потом учитываются при именной лицензии, вот на это деньги и пойдут. То бок, каб атрымаць ліцэнзію на ўдзел у алімпійскіх гульнях, лыжнік мусіць нейкі час перад ёй прымаць удзел у гонках, якія праходзяць па ўсім свеце. Ну, звычайно, я так думаю, это Европа. Это Европа, Скандинавия, да. Поўнач России, видать, так само. Ну, так? Россия тоже потом, да, в конце. Ну, иногда по России труднее передвигаться, чем по Европе, потому что все-таки это Россия, это Россия-матушка. Добра, а спартовае харчаванне, а экіпіроўка, а лыжы нарэшце? Ну, это все я уже заработал своим именем, там это все есть, не надо просить, не надо покупать. То бок это мне уже дают падтрымка. 15 лет, как я уже получаю за рубежом, то есть это все. Зараз вы трэніруецеся ў Раўбічах. Ездзіце туды кожны дзень? Кожный день. Як там увогуле умовы? Як там все зараз? Хорошо. Не перестаю повторять, лучший центр мира, но летний. То есть очень прекрасные условия для тренировок, то есть все для роста спортсмена все есть. Хочу нагадаць нашим слухачам, што можна задаваць пытанні. Пытанні ў соцсетках мы іх будзем аператыўна прымаць і перанакіроўваць да Сергея. Сергей, як лыжнікі трэніруюцца ўлетку? Ну, это вчера могу... спорт. Да, день на день не приходится, но обычно чередуются у нас роллерные тренировки с кроссовыми тренировками. Роллеров, естественно, у нас больше, около 70%, если брать от общего объема, и 30% где-то кросс, имитационные, с палками по горам, куда некоторые иногда пешком зайти не могут, мы там прыгаем. Ясно. Но в основном у нас, конечно же, это лыжероллеры, потому что они более близки к нашему виду спорта. То бок бег и вот такие летние имитации. Да, лыжероллеры, а потом бег и имитация, то есть с палками, но, естественно, на ногах у нас только кроссовки. То есть, А вы сказали, что вы тренируетесь со сборной? Ну, да, со сборной. Побач с іншими спортовцами, бо я ведаю, что вы такие одноособник. Нет, у нас немного их, ну почему, всегда тяжело одному. И прошлые года был сезон, конечно, но это был давно, 2002 год я тренировался один только, и все. А так все равно все время с командой. Ну, в том году вдвоем мы тренировались. Но одному тяжело. Як на вашу думку, на вашу оценку, як вы выглядаете на фоне коллег по сборной? Могут на вас догнать, нарешті, чи ні? Почему? Конечно же, я не говорю, что я самый сильный. Я самый сильный на тех соревнованиях, где надо быть самым сильным. Будут чемпионат республики 16-17, можно посмотреть результаты 16-17 этого месяца августа, да. Это первый этап чемпионата страны по лыжероллерам будет у нас в Раубичах. То есть 17-го у меня будет гонка, однозначно коньковая. То есть вот там посмотрим, кто на что способен. У лыжероллерным спорте удзельнічаюць те самые лыжники, якія гоняются? Нет, на чемпионате мира нет. Очень мало участвует, там другая специфика, там колеса разные, там иногда не все в одинаковых условиях, очень тяжело это все. То есть был вот недавно чемпионат мира прошел, наши почему-то туда не ездили, одна спортсменка, знаю, участвовала, но это не очень престижно. Пока это не олимпийский вид спорта, а, как правило, если это не олимпийский вид спорта, соответственно, и конкуренция совсем не какая-то. Цікаво, я думал, что лыжероллеры выкарыстоўваюцца только для тренировок, а оказывается, это уже самостойный вид спорта, и есть чемпионат света. Ну, я еще даже и победитель этапа Кубка мира по лыжероллерам 2015 года. Не только зимой, но и летом я еще бегаю. То бок у професійнага лыжніка дні ўлетку і ўзімку яны даволі падобныя, так? Толькі ўзімку вы трэніруецеся на лыжах с основным инвентарем, так думаете? Да, летом легче. Летом очень много детей тренируется, спортсменов, как зима, все куда-то убегают. Ну, мороз, конечно, и погодные условия всегда совсем разные, поэтому это и отпугивает. Вось ёсць такое меркаванне, што на такі вялікі прафесійны спорт, які прыносіць мала медалёў, выдаткоўваць грошы не трэба.
Ну, калі ўзяць статыстыку зімовых відаў спорта, дык у Беларусі ёсць там фрыстайл, дзе мы ўвесь час добра выглядаем, біятлон, ну там дзе у прынцыпе домарчава, але яна ну сапраўды прыносіць медалі. Так які сэнс ездзіць на алімпіяды і займаць непрызавыя месцы, не прыносіць медалёў? Ну там только 3 первых человека завоюют медаль, но я не знаю. Ну, не знаю. Но вообще лыжные гонки — это такой вид спорта, который, ну, это начало. Почему в Норвегии в той же проводится марафон Биркебайнер. Это уже история, когда принца спасали и переходили гору. 2 телохранителя, они унесли мальчика, принца, который наследник престола, и вот сейчас в течение 90 лет, каждый год, больше, наверное, 95 лет, каждый год проводится этот марафон лыжи. Там есть фотографии, где они там, ну, я не знаю. То бок, можна адказаць на гэтае пытанне, шмат хто не заваёўвае у лыжных гонках першае месца, але тым не менш укладаюцца гэтыя грошы па ўсім свеце. Ну, может быть, да. Спартовцаў. И столькі людзей не можа памыляцца. Да, может, мы не ведаем. Ну, я не знаю, да, это такой вопрос спорный, конечно же, когда будут говорить, нету медалей, нету спорта. Но тогда надо, наверное, тогда и убрать и во всех школах и преподавание этого предмета, то есть этот предмет у нас лыжи есть в каждой школе в начальной, то есть и в институте. Это я не думаю, что кто хоть раз стоял на лыжах, и когда зима, мороз, солнце, и ты проехал раз, то ты забудешь эти ощущения. Ну, ведаеце, калі шчыра, са школы я памятаю, што мы, можа, 2 разы якіх выйшлі на лыжах, по кругу пахадзілі па стадыёне і вярнуліся. Ну, і это было хутчэй нешта незразумелае, чым нейкая сур'ёзная трэніроўка ці выкладанне прадмета. Но это другой вопрос подготовки трасс искусственного снега. И в Европе этот вопрос остро стоит, и в Давосе в том же, где высота 2000 над уровнем моря, и там снега не бывает тоже, но в то же время искусственный снег подготавливают трассы. Ну, наверное, надо быть к этому готовым просто. Трэба ездить на Олимпиады, как подавать приклад, я думаю. Ну, если не будет... Хлопчикам и девчонкам. Ну, может быть, да. Я надеюсь, что вот мой опыт и вот мой пример. У яких завжди есть выбор, да, заниматься собой. Ну да, в собой, принципе, никто же не тянет. Пить пиво по подъездах, так? Может быть, своих детей я не тянул. Вот, занимаются 2 дочки. Прекрасно себя чувствуют. Сейчас в лагере в Раубичах. Это же, когда с друзьями в лагере, это же совсем другие ощущения совсем. Сябры, у нашым эфіры быў лыжнік, славуты беларускі лыжнік Сергей Далідович, які ўзімку можа паехаць на 7-е алімпійскія гульні ў сваёй кар'еры. Такіх спартсменаў сапраўды немат ва ўсім свеце. Сергей запусціў краўдфандынгавую кампанію па зборы сродкаў на падрыхтоўку да гэтых гульняў. Усе спасылкі на гэтую кампанію можна знайсці на сайце Еўрарадыё. Калі ласка, заходзьце да нас, думайце, ці патрэбны Беларусі лыжны спорт, і калі так, дык зараз ёсць рэальная магчымасць яго падтрымаць. Ну а наша размова на гэтым скончана. Да пабачэння, Сергей. Спасибо, да пабачэння. І я, Павел Свердлоў, таксама развітваюся з вами. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.